Добрый день, дорогие друзья, добрый день, дорогие телезрители. Хайрле кэн харбатте дуслар. Вы смотрите программу «Секреты татарской кухни», и с вами я, Тимур Перцев. Я приглашаю сюда нашу очередную гостью. Это генеральный директор Национального музея Республики Татарстан Назипова Гульчачак Рахимзяновна. Аплодисменты! Здравствуйте! Исамсыз. Исамсыз. Халярничек. Ребятки, насыв ханалла. Можно ваши руки? Да. Какие теплые руки, друзья. Это хорошо. Ну что, как ваши дела? Как вы к нам добрались? Прекрасно. Я смотрю, у вас что-то в руках. Куштанеш. Куштанеш. Без гостинцев. Товарищи. Бу Куштанеш. И это книги, которые помогут нам. Они помогут вам познакомиться с городом Казани, а также с жизнью нашего музея и с тем, что у нас Национального музея в прошлом году было 115 лет, и вот журнал «Казань» посвящен этому событию. 115 лет! Назипова Гульчачак Рахимзяновна, доктор исторических наук. Окончила Казанский государственный университет по специальности историк. С 2006 года генеральный директор Национального музея Республики Татарстан. Руководитель проекта по созданию электронной интерактивной экспозиции по истории Татарстана. Организатор многих экспозиций и выставок, в том числе международных. Гульчачак Назипова – автор ряда книг, более 90 научных и научно-популярных публикаций, 3 монографий. Невероятно, но факт. Ну что, Гульчачак Рахимзяновна, я рад вас приветствовать на нашей кухне. И надеюсь, вы сегодня поделитесь с нами секретами своего блюда, которое вы будете готовить вместе со мной. Я вам буду просто помогать, я как маленькое подмастерье, и буду вас заряжать на хорошее настроение. Что мы будем готовить? Сегодня мы будем готовить эшпишмаки с уткой. Эшпишмаки с уткой, это классно. Давайте начинать. Мне уже не терпится что-нибудь порезать, накрошить и с вами все это сделать. Я пришла со своим тестом. Со своим тестом? Да, мы будем, поскольку это утка, мы будем готовить эшпишмаки из дрожжевого теста. Эшпишмак в переводе с татарского означает «треугольник». Национальные татарские печеные пирожки из дрожжевого или пресного теста с начинкой из говяжьего, бараньего, гусиного или утиного мяса с луком и картофелем. Определяющей особенностью блюда является вовсе не его форма, а способ приготовления, при котором начинка в эшпишмак кладется сырой, в отличие от большинства других подобных изделий. Ашларагас тамлебулсен. Приятного аппетита! Я как мужчина, Гульчачак Рахимзяновна, я возьмусь за мясо, как вы думаете? Или я думаю, лучше в данном случае я возьму за мясо, а вы давайте лук чистить. Опять достался мне лук. Чтобы не было разлуки, я опять буду плакать. Мне мелко, да? Чем можно? Мелко, потому что обычно лук, он такой, его не все любят. Нужно, чтобы он как можно меньше заметен был. С некоторых пор я полюбил лук, потому что он всегда из рук наших гостей становится очень вкусным, сладким. Ну, просто вообще великолепно. Я считаю, что лука надо как можно больше. У меня лук уходит очень много. Я везде кладу его, где это возможно. И давайте мы углубимся в историю. В настоящее время в нашем Национальном музее в отделе реконструкции исторической ведутся исследования по поводу того, какая же была пища у древних, скажем, болгар, или вообще в древнем мире на территории Татарстана. И пришли к выводу, поскольку у нас есть археологические остатки зерен, посуды, какая приблизительно кухня была. И летом у нас работает музейный палаточный город, так скажем, палаточный лагерь, и город, и деревня там бывает. И на костре, как это и положено в древности, готовят, изучают национальную кухню разных эпох причем. Говорите. В Волжской Болгарии уже была очень активно использовалась железная посуда, не только глиняная. Вот. И, конечно же, были очень большие такие кастрюли железные, они у нас есть в фондах, горшки всевозможные. Что в основном в них варили и что в них готовили? Мы можем только предполагать, есть еще и письменные источники. Например, вот есть замечательный источник «Путешествие Ибн Фадлана в Волжскую Болгарию», и там он очень подробно описывает, чем его угощали. И вот в том числе, я думаю, мы можем судить о том, что и по археологическим нашим материалам музейным тоже это подтверждается. Основная пища была зерновые культуры. А что касается, если вернуться к эшпишмакам, то, конечно, они, я думаю, эшпишмаки
не делались, естественно, из картошки. Вы, наверное, знаете из истории. Картофель пришел к нам из Америки. Когда Америка была открыта, тоже знаем. Конечно, нет. Что касается истории России, то картошка вообще вводилась насильственными способами. Были даже картофельные бунты. С середины 19 века потихоньку начинает становиться вторым хлебом картофель. А до этого зерно. И я думаю, что первые эшпешмаки готовились, скорее всего, из полбы. Если сейчас мы посмотрим на кухню современную татарскую, вот я сама из восточных, из восточного района республики, из Мензелинского. Там чуть поближе ко мне, не стесняйтесь. Балиш делают. То есть эшпешмаки у нас сейчас, конечно, делают, но в основном, конечно, делали всегда балиши. И это основное блюдо, лапша, балиш, праздничные блюда. Мне очень нравится, как вы разделываете утку. Вот. Какой секрет? Утка, конечно, вообще, я думаю, в древности использовался весь жир. Но поскольку мы сейчас ратуем за здоровый образ жизни, мы стараемся делать диетические блюда, и поэтому я стараюсь как можно меньше жира, чтобы попало в эшпешмак. Но это, конечно, и не в ущерб качеству, все-таки немножко жир должен быть, поскольку это сочность придает. Обычно утку разделывают так, отрезают полностью и как бы так разделывают более грубо. А вы так нежно, аккуратно и просто с уважением относитесь к этой утке. Да. В чем секрет? Дело в том, что когда ее разрезаешь и разделываешь по частям, то попадаются вот такие вот места, они невкусные и жесткие. Поэтому лучше, конечно, разделывать ее целиком. У нас будет самое нежное мясо. Да, самое нежное мясо, которое можно вот уцепить руками. Хорошо, я нарезал лук. Теперь надо нарезать мелко картошку. Режем картошку. Чем мельче, тем лучше, поскольку иначе будут тесто. Для теста это не очень хорошо. Хорошо, продолжаем. Давайте поговорим все-таки по поводу истории, все-таки более подробно. Надо сказать, что, возможно, эшпешмаки появились у татар достаточно рано. По крайней мере, у Фукса упоминаются такие маленькие пирожки в его книге, посвященной этнографии татар. Он вообще восхищен был кухней татар, но, будучи врачом, он отмечал, что многие татары болеют такими специфическими заболеваниями печени, то есть достаточно жирная пища, богатых татар, естественно. Но опять-таки я вот напомню, что жирная пища у татар, она компенсировалась кисломолочными продуктами. Да, она компенсировалась, и вот вы, наверное, заметили, что сколько бы мы как бы не питаемся вот этой пищей, она все равно не является тяжелой. Если хорошо, на качественных продуктах приготовлено масло, если хорошее, то, как правило, тяжести желудок не чувствует. И, видимо, она так сбалансирована, эта пища, как и любая народная пища, собственно, не только татарская, и русская в том числе тоже. Я знаю, у удмуртов такая пища, казалось бы, тяжелая, на самом деле она не дает тяжести ни для желудка, ни вообще для тела, потому что люди, покушавшие, должны дальше работать. И тяжесть, это значит, нужно ложиться спать. Я вот режу картошку правильно. В смысле, так крупно или чуть помельче? Нормально, да. Нормально вот так? Вполне, да. Пойдет? Хорошо. Я напоминаю, что мы вместе с Гульчача Рахимзяновной готовим национальное татарское блюдо. Это эшпешмак. И мы уже приготовили основные ингредиенты, провели всю основную подготовочку, нарезали утку, вернее, самые вкусные места уточки, накрошили лук, картошку. И я думаю, сейчас мы перемешаем все это хорошенько. Поехали! Нужна соль, перец. Соль и перец. Так, несем перец. Начинка готова, теперь переходим к разделыванию теста. Самое интересное и самое занимательное, мне кажется, в данный момент. Что для этого нам понадобится, все мы знаем. Для начала это доска. Причем не просто доска, я бы сказал ее гиперкрейзи. Большая доска, на которой мы будем раскатывать нежное, душистое тесто. Замечательно, что доска во время этнографических экспедиций в музее мы тоже часто видим доски разные, но в большинстве хозяйки предпочитали именно большие. По-татарски куна. Ха, мы заработали комплимент. У нас отличная доска. И не просто доска, а куна доска. Вот так вот. Нам понадобится мука. Кстати, в центральных районах Республики Татарстан мы обратили внимание на особенность приготовления женщинами теста. Они обычно вместо муки, вот мы используем муку для того, чтобы тесто не прилипало, они используют масло. Да.
а некоторые воду, если масло. Да, я замечал, у меня бабушка тоже маслом так слегка растирала. Да, а мы вот как-то привыкли, у меня бабушка тоже учила, она мукой. Пока мы раскатываем тесто, еще хотела бы сказать, что необходимо сделать что перед этим? Разогреть сковородку. Разогреть сковородку и обмазать ее маслом. Можно я попробую все-таки, Гульчачак Рахимзяновна, тоже вот это сделать? Давайте. Как вы это сделаете? Друзья, завидуйте мне все. Режьте. Вот эту тестовую колбаску. Я нормально? Да. Я отрезаю. Беру немножко Муки. И крутите. Большой палец участвует, главное, закручивает. Большой палец мой участвует и закручивает. Все нормально, я сделал первый. Нет, я плохо сделал первый. Крутите лучше. Сковородка не должна быть горячей, руки должны терпеть, потому что если горячая, еще хуже, чем холодная. Хотелось бы еще спросить конкретно по вопросу о вашем национальном музее, о ваших перспективах и что вы планируете в будущем. Как я уже сказала, в будущем у нас будет большой музейный комплекс в центре города, и там предполагается сеть кафе именно с кухней, которая будет реконструировать историческую кухню. А сейчас работает выставка очень интересная, посвященная реконструкторскому движению. Как я уже сказала, у нас есть отдел исторической реконструкции. При музее работает клуб «Витязь», который делает очень много для реконструкции исторических событий, в том числе материальной культуры, например, одежды, военного снаряжения. На выставке ежедневно будут проходить мероприятия, в том числе мастер-классы по национальной кухне. Я надеюсь, что посетители получат истинное удовольствие и могут научиться не только вышивать, не только изготавливать изделия из кожи, из глины, но также и мастер-классы по национальной кухне. Вы предполагаете там именно вот те исторические рецепты воплощать в жизнь и обучать этому обычных людей? Да. Вот расскажите поподробнее. Дело в том, что мы уже в лагере Владислав Хабаров и его ребята попробовали это делать. Они решили испытать возможности человека нецивилизованного, то есть чтобы не было современной техники домашней, кухонной, чтобы не было современных, на костре современных каких-то продуктов. И вот благодаря этому происходит реконструкция. Люди как бы через действие познают, как могли жарить, как могли изготавливать. Вот, например, они это становится ценнее, ведь, мне кажется, да, гораздо конечно, ценнее. потому что это происходит в действии. Вот, собственно, в этом смысл ролевых игр. И то, что это происходит в музее, это замечательно, потому что здесь как бы историческая научная подоплека в огромном фонде. У нас крупнейший региональный музей России. И возможности археологический фонд 280 тысяч единиц хранения, где, собственно, вот и посуда, и остатки пищи, и кости животных, которые употреблялись в пищу. То есть все это у нас хранится, и мы можем национальную кухню воспроизвести, реконструировать. Национальный музей Республики Татарстан – крупнейшее в Татарстане научно-исследовательское и культурно-образовательное учреждение, имеющее общенациональное значение. Он был основан как Казанский городской научно-промышленный музей в 1894 году и открыт 5 апреля 1895 года. В основу музея положена частная 40-тысячная коллекция Андрея Федоровича Лихачева, известного в крае археолога, историка, коллекционера, а также экспонаты научно-промышленной выставки 1890 года. В настоящее время фонды музея насчитывают около 800 тысяч единиц, исчерпывающие и системно охватывают краеведческую тематику, представляют значительную ценность для изучения показа природы республики, истории народов Поволжья, Приуралья и России в целом. Сейчас мы сделали первый наш эчпечмак, но моя бабушка, как она делала все это? Она делала то же самое эчпечмак, но делала здесь дырочку. Да. Потом она клала, потом как-то приготовилась, потом она добавляла туда бульона, да, и потом обратно запекалась. Да, но почему вы так не делаете? Женщины, кто готовит эчпечмаки или повара, делятся на две категории. Кто делает с дырочкой эчпечмак, а кто-то без дырочки. Да, делают некоторые с дырочками, некоторые без дырочки. Вот. Я отношусь к тем, кто делает без дырочки. Я считаю, что там запекается лучше. Да. Но можно и с бульоном. Здесь я согласна, но нам нужно пипочку приготовить. Нет, давайте мы все-таки сделаем, как вы хотите. Вот, нет, пусть это оно там... можно. Вот такую пипочку делаешь, и тогда залить бульон вполне возможно. Самое главное, друзья, в эчпечмаке – это пимпочка. Попробуйте сами сделать
сложить треугольник. Вопреки нашему режиссеру, я сам все это сделал. Она сказала, не делай, даже и не пытайся, у тебя не получится. Я говорю, утверждаю, что и у меня все получится. Почему? Потому что, во-первых, я татарин, мин татар малай. Во-вторых, я нахожусь с такой очаровательной женщиной, которая знает все об истории татарской кухни, как минимум и не только. Так, хорошо, Еще достаточно, еще немножечко. Нет. Начинка должна быть много, максимально. Итак, я треугольничком, да? Да. Оп. Мы делаем. Сначала сложите, потом будете Вот так, складываем. замечательно. Молодец. Как будто всю жизнь делали эшпишмак. Растекается у меня вот весь эшпишмак почему-то. Сильно не тяните, все там уже защипили, все. Я хочу все это красиво придать немножко татарского колорита, орнамента. Это делается вот так. Берете вот, защипляете, и получается вот такой орнамент. Все. Я сделал свой первый эшпишмак. И самое главное, сейчас мы добавим сюда пимпочку. Итак. Все. Я это сделал. Замечательно. Эй, друзья! Насколько мне известно, вы вообще начали свою деятельность с 1984 года. Это правда? Да. Историческую, в музее. В музее, да. В музее. С какого года вы уже работаете директором, генеральным, я бы даже сказал? Директором. Я директором с 2006 года. С 2006 года. Ну, помимо этого, вы же до директора работали там обычным сотрудником? Да, научным с сотрудником? младшего научного сотрудника, музея Горького. Очень давно, практически как бы вся жизнь прошла в музее. Но в музее очень разнообразная деятельность, и поэтому есть и научная, есть и фондовая, есть и работа с посетителями, поэтому в музее всегда интересно, поскольку каждый, кто работает в музее, получает возможность проявить себя. Ну, получается, вы уже больше, где-то 15 лет, чуть больше работаете в музее. Нет, я работаю больше 25 лет в музее. Ой, прошу прощения. Но за это время я успела родить 2 детей, защитить кандидатскую, побывав в аспирантуре, и докторскую. То есть все это уложилось вот в за эти 25 25 лет расскажите, как часто приходит, допустим, вообще много ли посетителей и много ли среди них молодежи? В советское время, когда был хорошо налажен туризм внутренний, когда к нам приходили в Казань очень большое количество туристических пароходов, туристических поездов, к нам приходило очень много посетителей. И почти 1 миллион был посетителей только вот в нашем головном музее. Сейчас, к сожалению, количество туристических фирм, которые работают на внутренний туризм, очень мало. И поэтому в настоящее время у нас, хотя рост посетителей, количество посетителей явно наметился, но вот за то время, когда я директором, уже 3 раза увеличилось количество посетителей, но нас эта цифра все равно еще не устраивает. И мы над этим работаем. Очень много делаем программ для молодежи, очень много благотворительных акций проводим. Например, музей-школе, где со скидками принимаем детей. Специальные программы. У нас есть акция «Ожившая экспозиция», где проходят разные студии, когда действительно оживает экспозиция, когда можно приготовить себе на память монетку или горшочек и оставить на этом горшочке собственное имя. То есть там выходит тебе навстречу Екатерина II с графом Орловым, арфа играет, работает золотошвейная мастерская и так далее. Вот это у нас акция «Ожившая экспозиция». Здорово. А также очень много мы сейчас, слово экскурсии, лекции, они такие скучные, и мы придумали вот тоже опять-таки через игру возможность освоить экскурсию. Дети приходят, получают задания, в конце получают приз, и поэтому бегают по экспозиции бегом, сами все изучают, и экскурсовод им уже не нужно, потому что они все сами читают. Им надо найти какой-нибудь предмет, а для того, чтобы его найти, в каждом зале они вынуждены практически все предметы посмотреть. Ну, это своего рода зорница, вот как в наши времена можно была зорница, так да, сказать, это но интересно. несколько у нас, то они ищут сокровища, то они ищут какой-то конкретный предмет, то есть разные формы у нас есть. Друзья, с нами сегодня генеральный директор Национального музея Республики Татарстан Назипова Гульчачак Рахимзяновна. Вот. И сегодня мы готовим национальное татарское блюдо. Это эшпишмак, но с маленьким секретиком. Мы уже сделали несколько эшпишмаков. Здесь один мой находится с пимпочкой. Вот, один мой, а с пимпочкой другой
не мой. Что мы сейчас делаем? Сейчас надо смазать маслом, для этого мы масло подогреваем. Мы смазываем сливочным маслом, должны разогреть его на плите. Гульчачак Рахимзяновна, хотела бы еще спросить у вас, пока осталось буквально чуть-чуть, пока растопится масло, какие ритуалы существовали перед тем, как, может быть, съесть этот эчпочмак? Может быть, какой-то нужен быть специальный чай, может быть, что-то, может, помолиться надо. Я не знаю, знаете ли вы что-нибудь об этом? О каких-то ритуалах вообще? В каждой семье своя традиция. Я думаю, мужчины предпочитают эчпочмаки с бульоном, и они правы, потому что это будет достаточно калорийной пища. Дети и женщины обычно с чаем, сладкий чай с молоком, с курагой, с черносливом. Замечательно. Кстати, у нас в Национальном музее очень замечательный проект есть «Казанское чаепитие». Есть такой очень хороший ученый Руслан Бушков. Он написал книгу о истории, как в Казань завозили чай. Очень интересная история. И у нас уже проходила выставка лет 10 назад. Мы хотим повторить выставку уже большую. Казанскому чаепитию посвящена. Дело в том, что у нас в музее очень много экспонатов, посвященных именно вот обряду чаепития. Это различная посуда. Очень интересные сведения приводит Фукс о том, какую посуду предпочитали татары в начале 19 века. Они любили пить чай из чашек маленьких-маленьких. И Кузнецовский, и Гарнеровские, значит, фарфоровые заводы специально для татар изготавливали совсем маленькие чашечки. А откуда тогда у нас эта привычка пить чай по-татарски из больших кружек? Из больших кружек это уже мужчины любят, не вставая с места, сразу выпить столько, сколько им хочется. А тот же Фукс, он вспоминал, что им больше 40 чашек подали. И мы гадали, что за чашки такие, что он столько мог выпить. А оказывается, чашки были маленькие, специально. А пиалки откуда пошли тогда? А пиалы это из Средней Азии. Да? Понятно, потому что там жарко, нужно, чтобы быстрее остыл чай. И татарам очень нравится чай пить из пиалок. Масло разогрето, и я предлагаю сейчас обмазать наши Обмазываем для того, чтобы они были румяные, иначе они просто подсохнут, и обязательно надо обмазать. И, конечно, немножко подержать. Обычно в деревнях это минут 40 держит, чтобы тесто поднялось и гладенькие они стали. Вы слышите? Запикала наша духовка. Она говорит, я уже заждалась этой эчпочмаки. Когда быстрее бегите ко мне. Я выставляю так у нас температурку. Думаю, на 220 достаточно будет? Да. 220 самая нормальная температура, 35 минут. Так, и на 35 минут мы ставим. Все, мы готовы? Да. Мы кладем, друзья. Под ваши аплодисменты. Вот эту красоту, чтобы она запекалась. И вернитесь к нам ровно через 35 минут. Ну а мы с вами не прощаемся, друзья. Поехали. Эчпочмак. Обработать и тщательно промыть утку, отделить мясо от костей и нарезать на маленькие кусочки. Такими же кусочками нарезать очищенный картофель и положить его в холодную воду, чтобы он не потемнел. Затем откинуть на сито, дать стечь в воде, соединить с мясом, положить мелко шинкованный репчатый лук, перец и соль и все тщательно перемешать. Начинка готова. Тесто разделить сначала на небольшие кусочки размером с половину кулака. Скалкой раскатать в плоский круг размером с блюдце. В центр каждого кружочка положить начинку. Края теста приподнять с 3 сторон и защипать. Получится треугольник. Треугольники выложить на чуть подогретую сковороду, смазать растопленным сливочным маслом. Выпекать в разогретой духовке при температуре 200 градусов. Итак, друзья, настал тот момент, когда мы готовы достать то блюдо, которое готовили так долго и с таким удовольствием. Ну что же, я достаю из широкой духовки не просто блюдо из мяса с картошкой, а целые татарские лучшие смаки, или просто, как говорится, наши эчпочмаки! Мы это сделали! Гульчачак Рахимовна, друзья, вместе с вами, вместе с вашим хорошим настроением, вместе с вашим вниманием мы сделали и приготовили эти эчпочмаки. Ну что, мы готовы прямо сейчас отпробовать это треугольное чудо, которое мы готовили вместе. Одни с пимпочками, другими без пимпочек. Ну что, поехали? Попробуем. Я начну Но для первым. этого надо чай. Для этого нужен старый добрый татарский ритуал. Это чай чабис. Харматли Дуслар. Прямо сейчас мы попробуем чай. Татары Положим любят немножко. обязательно с урюком, с черносливом для аромата. В Москве наши друзья удивляются, как еще и молоко наливаете. Еще и молоко? И скиснет, но на самом деле не киснет. Ну, все мы любим, конечно, чай с молоком, черный чай с молоком. Он готов, горячий, заварной.
Попробуйте великолепен. эшпешмак. Великолепен чай, но я приберег свои силы и эмоции для того, чтобы Попробуйте. опробовать и сказать вам, продегустировать и передать это в языковом формате, что же такое мы приготовили вместе с вами. Вы готовы к этому, друзья? Готовьтесь, пристегните ремни. Друзья, невероятно просто вкусно! Ха-ха! Весь Татарстан завидует мне и моему языку, который ощущает все эти ароматы. Это просто невероятно. Пробуйте сами, попробуйте хоть немножко, что вы приготовили, что мы приготовили. Нет, давайте все-таки вы попробуйте мой. Где мой? Вот мой Давайте я эшпешмак. ваш попробую. Итак, я надеюсь, сейчас не будет шока. Чем хороший эшпешмак с уткой? Мой. Да, ваш. Тем, что утка дает сочность эшпешмаку и совершенно специфически ничем, оригинальный вкус, ничем его ни с чем не спутаешь. И можно с говядиной готовить, можно еще с какими-то ингредиентами, а вот именно с уткой он самый лучший, я думаю. Поскольку он сочнее всех и вкуснее. Мой. Вкусно. Не то слово big time, вот вообще big мотор. Был он приготовлен только с душой, теплыми руками, женскими красивыми руками, те руки, которые заботятся о исторических ценностях. И все это Гульчачак Рахимзяновна, она нам все это сделала, и она нам все это подарила и раскрыла свои секреты татарской кухни, секреты татарского эшпешмака. Спасибо большое, что к нам пришли. Спасибо. Приходите к нам еще, а мы будем приходить почаще к вам в музей. Друзья, ходите в музей. Насыщайтесь историей татарской культуры и татарской кулинарии. Спасибо большое. Спасибо. Ура! Tatlar xanı başları, dik təmli həm fayda.